Мы задаем вопросы самому прекрасному кандидату из всех, которые могут быть у нас на данный момент. Это Клара Сыргакбековна Сооронкулова. Первый вопрос. Недавно в одном из интервью вы заявили, что исход этих выборов уже предрешен. Да. И смысл их проводить. Ну хорошо, проводят и проводят, раз уж он предрешен, тогда зачем вы туда пошли? Тратите силы, время, энергию. Лучше бы с родными на Новый год куда-нибудь в Каракол поехали. А здесь выборы, это все. Зачем вам это? Очень важно быть в процессе. И сейчас я вижу немножко себя в другой роли. То есть вначале, вот когда это все, Конституция начала меняться, да, референдум, мне хотелось бороться за это, за ценности, за конституционные ценности, ценности парламентаризма. Меня это страшно возмутило, что вот кто-то пришел и вдруг решил взять и все изменить, да? И он решил, а мы почему-то должны были с этим согласиться. Первоначально для меня это был мой протест. А сейчас я хочу все документировать. То есть я как юрист, все нарушения, которые сейчас происходят, я сейчас это буду документировать для истории и для того, чтобы потом этому можно было дать оценку. Ага, а вы можете конкретизировать? Вот я так понял, что вы уже зафиксировали несколько нарушений для себя лично, так галочки поставили. А озвучьте, что за нарушения? 2, 3, 4 ноября фаворит, да, был в Волжской, Баткенской, Джалабадской области. 10 ноября он был в Нарынской области. Это называлось рабочая поездка. При этом исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров, он до поездок нам заявил, что он пойдет обычным гражданином на выборы. Зачем обычному гражданину, который собирается сложить полномочия президента и премьера, совершать рабочие поездки? Ильдар, вот вы мне объясните, зачем? И он так же, как и я, так же, как и любой другой кандидат, будет участвовать в выборах президента, но сейчас он пока исполняет эти обязанности, он говорит, я хочу этим воспользоваться, я поезжу, я соберу людей, я там... При этом он же использует все, что ему предоставляет государство. И мы уже на стартовых позициях, мы уже не равны. Мы уже не равны. И сейчас у него гораздо больше преимуществ. Потому что он был исполняющим обязанности президента. И вот чтобы вот именно вот такой ситуации не было, в статье 68 Конституции четко указывается. Лица, исполняющие обязанности президента, не вправе быть кандидатами в президенты на досрочных выборах президента. У нас, как всегда же, у меня сегодня такое чувство, что, в принципе, закон перестал вообще что-то значить в нашей жизни. Это очень плохо, когда вот этот пример, дурной пример, показывает лидер, показывает глава государства. У нас и так нигилизм, а сейчас, вы понимаете, это вот просто, не просто отрицанием, у нас сейчас вырабатывается такое отношение, такое наплевательское отношение к закону. Если мы отрицали и говорили, закон у нас не работает, сейчас нам показывают пример того, что плевать на закон. А были ли еще какие-то вот нарушения подобного же характера, которые противозаконные? Садыр Джапаров, он сказал, я пойду на выборы обычным гражданином. Он заявил это 3 раза. И вот считаю, каждый раз, когда он делает такие заявления. Он заявил об этом 3 раза, но при этом он живет в резиденции. Правильно? Он живет в резиденции. В оправдание, когда там народ возмутился и сказал, фейсбучный народ, я имею в виду, да, или твиттерский народ, нам в оправдании сказали, он приостановил полномочия премьера, то есть он продолжает оставаться премьером, и почему бы ему не жить в резиденции? Ну, когда человек живет в резиденции, он, естественно, имеет возможность влиять на политику. И я уверена, что он влияет на политику. И потом, знаете, вот заметьте, что все, кто вчера бегал за Беримдик и за Мекенем Кыргызстан, все, кто был в этих списках, сегодня они все дружно аплодируют Садыру Джапарову, они все в его штабах, и мне вот даже сказали, Беримдик, да? что даже штабы, да, вот сейчас Беримдик, и удивительно, Беримдик, Мекенем Кыргызстан, и человек, его окружение, которых вынесло, ну, будем ее называть, наверх, революционная волна, да, они объединились с теми, кто стал виновником этих событий, из-за кого это все произошло. Вот это парадокс, конечно, это парадокс. Вот если возвратиться к октябрьским событиям,
Вы же были в авангарде тогда. Да, Вы были в авангарде. были одним из тех, кто вышел на площадь и высказывал свою негативную позицию по отношению к результатам выборов. И, собственно говоря, вы подтолкнули, по крайней мере, не вы точно, лично, да, вы были одним из, кто подтолкнули, кто создал эту волну, которая, собственно говоря, и снесла правительство. Да, и вот почему именно он, как вы думаете? Ведь его не было. Как так получилось вообще? Ваши сторонники организовали все это. Ваши сторонники. И, насколько я знаю, реформа была одним из тех, кто вот инициировал все это, потому что я смотрел в Инстаграме, в Фейсбуке, и людей они активно собирали, молодежь продвинутая первая появилась на площади. Как так получилось, что именно вот он неожиданно, выйдя из мест не столь отдаленных, сразу же вот на этой волне получилось? Может, это не случайно, может быть, это промысел Господень? У меня такое ощущение, что все было спонтанно. Почему именно на всем этом фоне Садыр Джапаров? Я думаю, что вот этот образ мученика, я потом уже, когда искала вот этого парня, который угрожал мне изнасиловать, вот я тогда зашла в Одноклассники, в его аккаунт, и я тогда удивилась, оказывается, работа вот тех, кого сегодня мы называем фанатами, она уже год назад началась. Она началась год назад, и вот этот образ создавали страдальца, мученика, его создавали, его тиражировали активно. И вот, видимо, вот к этой ситуации уже все созрело, и по сравнению с очень многими другими там лидерами, участниками этой революции, Садыр Джапаров, он близок вот простому народу, да, то есть они его воспринимают как своего, потому что он страдал, он мучился, он столько пережил. Вот этот образ создали, и он очень хорошо подошел вот к этой ситуации, очень хорошо к ситуации подошел. И потом, сейчас уже, вот если вы анализируете поведение, комментарии тех, кто вот в Фейсбуке, да, его поддерживает, сейчас уже есть такая определенная группа людей, которые вроде бы здравомыслящие, которые должны анализировать ситуацию и делать вывод. Но они говорят нам, нет, знаете, это нормальные люди, которые, ну, в принципе, могут думать. Они говорят, ну давайте поверим. Давайте ему поверим. Мы уже устали выбирать. Устали не давайте верить. уже Нет, они говорят, мы устали не верить. И вот теперь люди хотят поверить. Они говорят, ну давайте поверим. А потом, если что, снесем, какие проблемы? Вот это самое страшное. Вот это снесем, это самое страшное. Люди не понимают, что каждый раз, когда мы кого-то сносим, нас сносит. Назад, лет на 5, на 10 назад, нас сносит. Вот это самое страшное. Вот зачем вам это нужно? Смотрю я на вас. Вы очень обаятельная, теплая, такая энергичная натура. Прекрасная женщина, красивая. Зачем вам туда, скажите? Где бьют кулаками, где в Одноклассниках что-то пишут, где вот эта вот грязь, борьба за эту непонятную власть. Зачем вам это? Ильдар, вам сколько лет? Мне 22. Мне 36. 36, да? У моей дочери сегодня исполнилось 31. 31. Да, моей дочери исполнилось 31. Вот все, что я сейчас делаю, вот это для вас, потому что хочется расчистить вот это поле от вранья, от лжи, от воровства. Ну, хочется, чтобы было чище. То есть это как бы я участвую в таком расчищающем этапе, подготовительном для следующего поколения политиков. Вот такой вопрос. Вы несете за собой некий ореол прогрессивной девушки, особенно в азиатской стране, сильный, который выносит на себе это общественное мнение, как вы говорите. Но в то же время, вот в рамках вашей семьи, какие взаимоотношения между вами и вашим мужем? Там вы являетесь патриархом в вашей семье, да? Или вы традиционно
кыргызская девушка, иманду, чай наливаете, как Илинка там, вот, родственникам. Как это происходит? Мне интересно. До того, как я стала заниматься политикой, все было вот как вы сейчас сказали, как в традиционной патриархальной семье. А сейчас мне просто некогда, меня и дома не бывает. Но многие представляют так, если женщина в политике, многие представляют так, что или у нее нет мужа и детей, поэтому она пошла в политику, да? А то бы чего бы она пошла в политику? Заняться больше нечем. Да, то есть это как бы такая сублимация, да? Да. Или считает, что все, если она в политике, значит она и дома такая дум-дум-дум, да? Нет, совершенно. У меня 4 детей, у меня 2 внука, супруг. И у нас в семье, ну, у меня супруг, он очень такой прогрессивный человек. У него абсолютно нет вот этой стигматизации, стереотипов, совершенно нет. И он поддерживает. Вот, хороший вопрос, кстати. Во время октябрьских событий, прошедших, вы поддерживали кандидатуру Бабанова на пост Ой, премьер-министра. Да, это любимый вопрос. Да. Вы как-то с ним связаны, вот честно? Нет, я тогда первый раз в жизни его видела. Да, ну, он же себя Вот дискредитировал, в принципе, как, ну, условно говоря, называют политическим трупом. Да? После того, что он сделал, как бы, почему Вот, вы знаете, поддерживаете? мы искали человека, у которого есть возможности, в отличие от нас, у которого есть возможности, ресурсы, возможности, у которого есть партия в парламенте, которая и партия именно в коалиции, и который может влиять, и может депутатов собрать, и может выдвинуться, и, может быть, даже будет избран. Вот если вот сейчас вот так вот взять, а кто? Мы сидели, просмотрели очень много вариантов, остановились на нем. Хорошо. Ну, и, слава богу, он согласился. Вот тогда я впервые в жизни с ним очно познакомилась. Впервые в жизни я с ним познакомилась. Он произвел хорошее впечатление на меня. Все-таки вот это... Я всегда удивлялась, я думаю, вот он выходит на политическую арену, да, там все его поддерживают, получают кучу голосов, потом из политики уходит, люди разочаровываются, плюются, он опять возвращается и опять высокий рейтинг. Магнетизм. Да? Потом я поняла, вот когда я его увидела, я поняла, что есть в нем вот эта харизма, в нем она есть. Но, конечно, это все потом мне сменилось таким глубочайшим разочарованием. Вот еще муссировали слухи, наверное, тоже вас уже достали с этим вопросом. Да и вы сами открыто сказали на теледебатах, что вот вы встречались с Раимом Матраимовым. Да. В то же время, конечно же, все прекрасно понимали, ну, якобы понимали, для чего вы встречались, даже писали в комментариях, там многотысячные комментарии, что вот он поддерживает вашу партию также. Некая шахматная игра. Этих поддержал, этих, ну вот для противовеса давай реформу еще поддержим. Нет. Это было Когда не я так. с ним встречалась, о реформе, мне реформа даже и не снилась тогда. Абсолютно. Там о реформе вообще никакой речи даже не было. Это была встреча в 2019 году, в октябре. Ага. Он начинал уже готовиться к выборам. У меня-то была другая цель. Я вот, как вы, тоже там делала свою передачу в этом, на Ютубе, газета «Республика». У меня там, как-то она называлась, проекция называется «Говорим», а у меня была передача «Допрос с пристрастием». Я приглашала гостей, довольно такие известные люди у меня в гостях были. И вот у меня, чтобы раскрутить эту передачу, сделать какой-то и рейтинг, мне очень хотелось Матраимова. Чего-то жареного, да? После азатыковского, да, расследования, он же вообще же закрылся, же Матраимов, да, и я с Эльнурой Алкановой тогда мы были знакомы, я попросила Эльнуру Алканову, говорю, может быть, вытащим на передачу. Она обещала помочь, летом не получилось, и это все до октября дотянулось, потом в октябре она мне позвонила, говорит, он согласился встретиться. Ага. Я говорю, о, здорово. Я вот пришла чисто, чтобы поговорить о передаче, но оказалось, что у него были другие планы. Он уже готовился к выборам, и он мне предложил, он сказал, давайте я там партию готовлю. И он предложил, и, честно сказать, я удивилась, думаю, надо же, уже человек готовится к выборам. Вот он сказал, давайте на выборы. Я ему сказала, что я понесу очень большие репутационные потери. Какие функциональные преимущества у женщины-президента перед
мужчиной президентом. Мгм. Вот вы работали, у вас большой стаж, вот, работали и с мужчинами, и с женщинами, и наверняка вы точно можете сказать, что вот у женщин преимущество перед мужчинами вот в этом аспекте. Какие это аспекты можете назвать? Вот смотрите, если исходить из теории Конфуция, да, Конфуция, он говорил, что государство — это большая семья. Большая семья. Вот для того, чтобы в этой семье было больше порядка, чья роль выше? Отца или матери, женщины или мужчины? Чтобы вот был порядок, чтобы был порядок, чтобы было согласие, гармония. И, в принципе, вот эти идеи, теория Конфуция, она очень хорошо ложится под наш менталитет. А какие конкретно? Вот Но мы тоже должны так же относиться. Мне кажется, и у нас, почему вот сейчас вот феномен Садыра Джапарова, они в нем и видят как бы отца, да? Они в нем и Да, видят отца. А я им хочу избирателям сказать, а вы увидите во мне мать. Мать. Ага. Потому что, мне кажется, настолько много в нашем обществе, в нашем государстве антагонизма, агрессии, да? Мужчины приходят, друг другу мстят. Вот эта злость, вот эта агрессия, которая вот просто выплескивается везде, везде. И на улицах. Я сейчас в такси сажусь, обязательно маска, обязательно очки, потому что были такие случаи, вот когда просто меня узнали, ах, вы такая, вы против нашего кумира. Столько агрессии, столько злости в людях. Это вот не потому, что именно я, именно против меня там они озлоблены, да, или еще против кого-то. Нет, просто действительно вот люди злые. Вот хочется всех примирить, хочется вот больше любви. Понимаете, вот не вот такими методами, да, что травить всех друг против друга, а наоборот, хочется, чтобы было согласие, чтобы была гармония. Это с одной стороны. А с другой стороны, я считаю, что сейчас во главе государства предпочтительнее был бы юрист. Был ли такой эпизод, не связанный с детьми, с близкими, а связан с кыргызским народом, когда вы что-то увидели, и вас зацепило, и вы действительно вот, Революция 2010 года. Это было с утра, ближе, наверное, к обеду. Уже начинало все разгораться. Я пришла, переоделась, уже хотела выходить, и дочка вторая, я ей сказала, говорю, сейчас на площадь пойду. Она перед дверью поставила стульчик, сказала, нет, ты никуда не пойдешь, я тебя не пущу. И так она меня не пустила. Не пустила. Уже стрельба начиналась, поэтому она меня не пустила. Ну, я очень жалею, надо было вот это все своими собственными глазами увидеть. Но очень воодушевила, и был какой-то момент, когда я вот уже по телевидению это просматривала, был такой момент, когда вот у меня хлынули слезы, вот знаете, радость, да, вот гордость за наших, да, вот какие вот молодцы. Потому что мы уже настолько жили в таком обреченном состоянии, я помню, что мы говорили, ну, Бакиевых еще как минимум лет 20 не скинешь, все, они терпеть, настолько уже прочно засели, что и это было нечто. Хороший ответ. Ну и напоследок. У вас, я уверен, есть своя любимая песня. Вот акапельно, не могли бы вы поделиться этой теплотой? Я знаю, что вы хорошо поете. Просто в канун Нового года сделать вот нашим зрителям такой подарок. Тал-талда пөргөн чачыбыз, талайлы кыздар атыбыз, таңдағы бұлбұл өңдөн өпай, таңшып берір дар чағыбыз. Потрясающе.